Сегодня ситуация по коронавирусу в мире меняется постоянно. Уже в 70 странах зарегистрированы заболевшие новым видом пневмонии. Заразы нет только на Антарктиде, а потому уже месяц, как эта проблема не только Китая, говорят санитарные врачи. В Коми тоже контроль за прибывающими из неблагополучных территорий. Отметка, куда направляется этот иностранный гражданин, известно становится сразу, через сутки, либо в течение этого же дня. Эта информация есть в управлении Роспотребнадзора. Но именно на основании этих сведений мы выдаем предписание в учреждение здравоохранения по организации медицинского наблюдения за прибывшими, в том числе и иностранными гражданами. В муниципалитетах с сегодняшнего дня, можно сказать, объявляется особый противоэпидемический режим. Работа по профилактике коронавируса усиливается. Санитарные врачи рекомендуют во всех предприятиях проводить дважды в день влажную уборку с ДС-средствами, проветривать помещения. Для сотрудников объявить масочный режим. Это же касается и перевозчиков. Салоны автобусов тоже должны ежедневно подвергаться уборке и дезинфицироваться. И, конечно же, руководителям всех организаций не допускать к работе людей с симптомами простуды. А в школах необходимо ввести, так сказать, утренние фильтры. Мы рекомендуем потребовать и обеспечить в образовательных организациях всех типов проведение качественных утренних фильтров. Для этого придется решать вопросы с закрепленными поликлиническими организациями по, может быть, изменению графика работы медицинских сотрудников, которые привлекаются для этих мероприятий, либо, может быть, по усилению численного состава. Своевременное применение методов разобщения тех коллективов по Санпину, профилактика гриппа и ОРВИ. Вы это хорошо знаете и умеете. Там, где уровень заболеваемости высокий. На противоэпидемические меры республикой выделено более 11 миллионов рублей из резервного фонда. Это закупка дополнительных средств защиты, респираторов, противочумных костюмов, изолирующих боксов для всей территории. Также подготовка обсерватора на 30 коек в Сыктывкаре. Сегодня работы уже завершены. Подобные помещения и изоляторы создаются и в районах. У меня будет просьба к главным врачам всех медицинских организаций, где будут разворачиваться обсерваторы, сегодня немедленно просчитать дополнительную потребность в средствах. Все вы знаете, где они у вас будут размещаться. У кого-то в врачебной амбулатории, у кого-то в отделении центральной районной больницы. Рассчитать потребность, немедленно предоставить нам. С сегодняшнего дня у всех заболевших, так сказать, в небольничной пневмонии анализы будут отправляться в вирусологическую лабораторию и эпидемиологии. Причем медиков еще и обучат, как отбирать биоматериал, упаковывать и доставлять. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.